родилась в Петербурге 31 января 1881 года. Как свидетельствует метрика, в госпитале лейб-гвардии Преображенского полка на Кирочной улице, где служил ее отец Матвей Павлович Павлов. Отчество Павловна появилось уже много позже, как артистическое имя. В детстве Анна вместе с матерью жила в Петербурге и в дачном поселке Лигово, где у Павловых был деревянный дом. Посмотрев балет «Спящая красавица», девочка утвердилась в желании стать балериной. В 10-летнем возрасте будущая звезда балета сделала первые шаги на пути к цели, поступив в Императорское театральное училище, где среди ее педагогов были Облаков, Вазов, Герд. В 1899 году после выпускного экзамена Анну Павлову приняли в труппу Мариинского театра. Минуя кардебалет, Павлова сразу же стала получать ответственные афишные партии в классических балетах. Ее сценический дебют в качестве артистки императорских театров состоялся 19 сентября 1899 года в «Тщетной предосторожности», где она исполнила «Подетруа» со Стасей Белинской и Георгием Кякштом. Партнерами Павловой выступали Михаил Обухов, Сергей Легат, Николай Легат. В самом начале творческой карьеры балерины одним из ее партнеров был Михаил Фокин. Их первое совместное выступление состоялось 29 декабря 1899 года в балете «Марко Бомба» и было закреплено успехом 10 сентября 1900 года в «Пробуждении Флоры». В 1902 году получила свою первую балеринскую партию, исполнив роль Никии в «Баядерке», затем последовали заглавные партии в «Жизели» и Рамзея в «Дочери фараона», Адетта и Адилия в «Лебедином озере» и другие. Кроме классических партий, Павлова также любила выступать в характерных танцах. В ее репертуаре были «Панадерос» в «Раймонде», «Фанданго» в «Кармен», «Уральская плясовая» в «Коньке-горбунке». Став одной из ведущих танцовщиц труппы, в 1906 году Павлова получила звание балерины и блистала среди лучших исполнительниц петербургской балетной сцены начала XX века, таких как Кшесинская, Преображенская и Корсавина. Большое влияние на исполнительскую манеру Анны Павловой оказала совместная работа с балетмейстером Александром Горским и особенно Михаилом Фокиным. В балете Эврика Фокин для Павловой в роли Актея поставил семи покрывал. В своих воспоминаниях о создании балета «Египетские ночи» Фокин описал историю танца змею, поставленную для Павловой живым змеем. 22 января 1907 года на благотворительном вечере в Мариинском театре Анна Павлова впервые исполнила поставленную для нее хореографическую миниатюру «Умирающий лебедь», ставшийся последовательно одним символом русского балета XX века.
выступала партию Армиды в премьерном спектакле «Павильон Армиды» 19 мая 1909 года в русских сезонах Сергея Дягилева в Париже, а 2 июня выступала на парижских премьерах балетов «Сильфиды» и «Клеопатра». В воспоминаниях о Дягилевском сезоне 1909 года Григорьев писал: «Анна Павлова была на высоте. Она воплощала саму сущность романтического, воздушного, неземного, была олицетворением Сильфиды, и если Нижинского сопоставляли с Вестерисом, то Павлову с Марией Тальони». Участие в антрепризе Дягилева положило начало мировой известности балерины. Так, присутствовавший на выступлениях Павловой директор Метрополитен-оперы Отто Кан подписал с ней месячный контракт. Афиша работы Серова с замершей в арабеске Павловой стала одной из эмблем русских сезонов. После первого русского сезона в Париже Павлова, Фокин, Нижинский и Григорьев были удостоены степени командора ордена академических пальм. По различным причинам Павлова ушла из труппы Дягилева, но согласилась исполнить главную роль в «Жизеле» на гастролях русского балета в Лондоне. В 1907 году Анна Павлова и Адольф Больм возглавили небольшую труппу из 20 артистов для гастролей за границей. Первые гастроли прошли в городах Европы весной 1908 года. Тогда партнером Павловой выступал Больм. В репертуар вошли балеты «Жизель», «Пахита», «Волшебная флейта», «Привал кавалерии», второй акт «Лебединого озера» и «Дивертисмент». С 1909 года Павлова начала сочинять собственные лирические миниатюры, вдохновленные «Лебедем» Фокина. Гастроли способствовали созданию балерины собственного жанра, который Беляев назвал хореографической мелодикламацией. К таким номерам относятся «Стрекоза» на музыку Крейслера, «Бабочка» на музыку Дрига, «Ночь», «Калифорнийский маг».
1910-х годах возвращение на родину уже могло расцениваться как русские гастроли. Последнее выступление балерины в Мариинском театре состоялось в 1913 году, а в России в 1914 году. С началом Первой мировой войны обосновалась в Англии и в Россию больше не возвращалась. В последние годы Анна Матвеевна мечтала вернуться на родину, но ее желание не было осуществлено. Умерла Павлова в Гааге от гнойного плеврита во время своих гастролей 23 января 1931 года. Простудилась, репетируя в холодном неотапливаемом зале. Согласно биографам, перед смертью балерина произнесла: «Приготовьте мой костюм лебедя».